основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет основы политической, правовой и экономической системы государства. Первая Конституция независимого Казахстана была принята на 9-й сессии Верховного Совета Казахстана 12-го созыва 28 января 1993 года. Конституция была рассчитана лишь на краткосрочные перспективы, а 30 августа 1995 года на всенародном референдуме был принят проект новой Конституции. Ежегодно в республике этот день отмечается как один из главных государственных праздников. За годы независимости Конституция Казахстана несколько раз дополнялась, вносились изменения в 1998 году, 2007 году, 2011 году и 2017 годах. Конституция в первую очередь остается отражением прав и воли каждого человека, выражением идеологии целого государства. На книжной выставке «Атазан Алтын Казык» из фонда Ауликольской районной библиотеки представлена литература по истории государства и права, формирование Казахстана как правового и демократического государства, Конституция и сборники законов Республики Казахстан, материалы по истории и становлению конституционного строя нашей страны, о первом юридическом документе казахов своде норм обычного права «Жеті жарғы», об основных законах Республики Советского периода и первой Конституции независимого Казахстана. Книга автора Омарханова Канапия «Қазақ елінің дәстүрлі құқығы» раскрыла традиционное право с античной эпохи казахского народа до начала XX века, о первом юридическом документе казахов своде норм обычного права «Жеті жарғы», принятом при Тауке хане, и о программе партии «Алаш», которая по сути являлась первой конституцией Казахстана. Вторая часть книги «Дәстүрлі құқығы билер соты» представила материал по истории традиционного права суда бий, служивших в народной судебной системе, защищающие интересы государства. Особым памятником творений кочевой культуры явилось создание Тауке ханом свода законов «Жеті жарғы». Ученый-историк Артыкбаев Омарұлы представляет свою работу, посвященную становлению и развитию обычного права казахского ханства в XVIII веке, и особое внимание уделяет возникновению своду законов «Жеті жарғы». Характерными чертами «Жеті жарғы» была его гуманность. Отсутствовали в нем жесткие меры наказания в законодательстве. Лишение свободы с отбыванием срока наказания в тюрьмах, восточных погребах заточения, а также членовредительство, колесование, закапывание живьем и так далее. Известный казахский ученый-этнограф Шокан Уалиханов писал: «Обычное право киргиз, казахов, по той же аналогии высшего развития с низшим, на которое мы так любим ссылаться, имеет более гуманность сторон, чем законодательство. Например, в киргизских законах нет тех предупредительных и устрашающих мер, которыми наполнены европейские кодексы. У киргиз телесные наказания никогда не существовали, а законы родовые, по которым члены рода отвечают за родичей, при родовых отношениях приносят много практической пользы. В обычном праве казаха было много норм, поощряющих коллективизм, общность прав. Например, правовая традиция избирать ханов и удельных правителей на народном собрании с участием свободных граждан. Гласность и простота судебного процесса, участие в нем представителей сторон, использование силы общественного мнения как средство исполнения судебных решений – тоже отличительные черты «Жеті жарғы». Изучение истории
во всех аспектах, в том числе и международно-правовом, с древних времен до настоящего времени имеет очень важное значение. В пособии Сарсенбаева «Международное право в истории Казахстана и Средней Азии» излагаются вопросы становления казахской государственности в регионе Центральной Азии в XV веке и как развивались эти феодальные государства в последующие века. Раскрыты международные отношения не только в дореволюционных государствах Казахского, Бухарского, Хивинского и Каканского ханства, но и народных республик Бухары, Хорезма и Казахской автономной республики. Мы знаем по истории, первая конституция была принята в окончательной редакции постановлением СИКа АССР 18 февраля 1926 года, а в 1993 году была принята первая Конституция Республики Казахстан. Конституция 1993 года просуществовала до 1995 года, сыграв значительную роль в преобразовании общественного устройства и жизни. Но жизнь не стоит на месте. Необходимость глубоких преобразований и реформ обусловили разработку и принятие новой Конституции, которая была принята на республиканском всенародном референдуме 30 августа 1995 года. В настоящее время действует именно эта Конституция.